Надо торопиться. Тут какое-то кладбище или склеп был. Там памятник небольшой стоит, памятный. Ну вот, осталось чуть-чуть. Опять я иду. Опять в гору иду. Фу. Померю, скажу, сейчас обратно, хотя бы не забыть шагометр включить. Иду. Осталось чуть-чуть, потому что солнце уже за горами зашло. Потом в темноте здесь блукать будет темно и будет холодно. Фу. Я запыхался. Но сейчас-то ничего. Сейчас дорога хорошая. Ветер дует. И как здесь можно жить в этом бетоне? Вот она, красавица. Вот она, красавица, стоит. Дошел я до тебя почти. Осталось чуть-чуть. Красота, конечно. Фото надо поделать. Такая красота. Целый ламот на закате. Это супер. Еще чуть-чуть. Я, конечно, устал. Я тороплюсь, блин. Уже солнца не видать. Вон она. Мне надо успеть, потому что в темноте спускаться по горам. Тут светлое время суток не очень-то. Вон они, башни двух соперниц по центру. Хотя они и есть. Вот мне надо завтра обязательно туда сходить. Надо заехать с той стороны, со стороны нее. И пройти там такую же засаду, как и здесь. Фу. Ну ладно. Ну, сдавайся. Сдавайся, красавица. Я уже пришел. Молодец. Угол крепости. Башни, какие громадные камни. Это же их надо было сюда притащить. Башня стоит, красавица, целая. Целая, по-моему, там внутри что-то есть. Но внутри не получится, потому что это надо забираться на второй этаж по дощечке. Я не хочу. Колючие проволоки напутали. Зачем-то. Это нехорошо. Я запнулся, блин. Охренеть, честно говоря, в голове не укладывается. Это построить, здесь жить, конечно, не сидели здесь годами. Так вот, отремонтировано, прекрасно. Башня будет стоять. Видите, какое оно устройство-то? Вот по этому бревну и на второй этаж. Вот, там вход был боевой, когда вот так вот. Пойду вокруг башни, обойду, тем более отмостка есть. Так вот. Вот. Красота, красавица.
Ну да, круто. Эта башня развалилась. Да, жалко. Жуткий ветер, мне уже становится стрёмно. Вот она башня. Старая башня. Это переверну и сверну. Смысла нет подниматься. Смысла нет подниматься, и поднимаешься все равно. Вот она. Фу, ноги аж гудят. Ну, башня однотипная. Вот там второй вход был. Боевой, скажем так. То, что этого входа не было, вряд ли он здесь был. Это уже пробили когда-то. Башня рассыпается. Недолго ей осталось. Надо выйти, пока пошел. Зайду еще с этой стороны. Гляну. Вон, прекрасно видать отсюда эту башню. Башни 2 штуки. Ну да, зараз, мне кажется, придется еще. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Теперь мне надо успеть проскочить до темноты и мимо пограничников. Я паспорт оставил в машине. Это нехорошо. Это нехорошо. Все, пошел я вниз. Да, красавец, конечно. Это просто ужасно. Тут еще была крепость или жилая башня. Блин, это древние ингуши, конечно, были здоровые люди. Сюда подниматься, опускаться, жить в горах в таких суровых условиях. Так, где я тут поднимался-то? Я уже и тропинку потерял. Сейчас надо быстрее спускаться, пока я действительно не потерял тропинку. Потом в темноте буду блукать. Ага. Так, теперь надо спускаться. Боком-боком. Бочком-бочком. Да. Александр, спускаться-то тоже не айс. У меня, похоже, правому кроссовку уже капец прошел. Хоть бы дойти, у меня там ботинки есть. Прощальный видосик на эту красавицу. Вон какая стоит. Молодец какая. Ну что, я исполнил желание. Правда, я, как всегда, я не хотел сюда идти. И мыслей не было. Ну вот, неплохо, что сходил. Может, завтра я не пойду на на эти башни 2 соперниц. Тут встретил внизу, сейчас там ингуш был местный. Это родовое гнездо, это оздоевый мок. Оздой мок, что ли, что-то так он назвал. Ну, это местные они. Тут и деды, потомки, дед и отец, и, короче, все они здесь родились.
как-то назвал там, не Айхан, это я по-русски говорю Айхан, а он как-то по-ингушски сказал, что я, честно говоря, я так не выговорю, я не могу так выговорить. Ну вот, и получается, что вот сейчас я иду, спущусь, наверное, выйду до монастыря, до воинской части, наверное, туда, и там наконец-то позавтракаю, ну да, я и обед, ну, кофе было с утра, и, собственно, и все, наверное. Ну ничего. Главное, что я в путешествии. Я иду. Это хорошо есть. Это есть хорошо. Башня вон сзади меня. Уже темно становится. Темноватенько. Солнце уже ушло. Надо спешить. Да. Припозднился. Тут-то тропинка, конечно, простенькая. А там спуск реальный. И в темноте там спускаться как бы не хочется. Так что так вот. Тут какое-то захоронение, там памятный камень стоит. Или поминальный, как что-то было, короче. Но я не буду уже заходить. Надо поспешать. Вот она, горка осталась. Только спланировать вот туда, вниз. Вон туда. И все. Машина моя одна осталась здесь. Ну все, не до съемок. Тут пока что ступенечки вот такие есть. Как бы природные. Пока еще спускаюсь. Там я видел, когда поднимался, что там не очень-то. Ой, скользко. Опа. 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 Уже немного поближе. Вот. Тут надо, наверное, левее взять. Тут поток шел, размыл все. Отсюда я левее возьму. Как бы ступеньки есть. Чтобы потом бочком, рачком, блядь. Так, вот это мне не нравится. И здесь не нравится. И здесь, потому что посыпется. Если я сюда шагну, надо туда, вот туда возвращаться. Опа. А здесь что? Вот, правильно, здесь ступенька есть. Тихо, тихо, Пустик, держи меня. Опа. А вот здесь ступенька кончается. На попе ехать тоже как бы сыпучий грунт. Аккуратненько, бочком. Вроде и рядом уже, а тут тропинка совсем скользкая. Хоть бы кроссовки выдержали. Так, стоять бочком. Александр Иванович, ты же на Бештаву лазил сегодня. Бештаву ладно, но вот этот водопад, которого нету в Абхазии, вот это было полная задница. Просто не передать, что я там испытал в этой няше. Годня. Какая пушистая, красивая. Надо же. По этой тропинке я весной ходил. Она вроде показалась мне не такая. Здесь посмотрю, что там дальше, не буду загадывать. Вроде она была нормальная.
Уху. Так, осторожно. Раз. Блять, Александр Иванович, ты в 67 скоро акробатом станешь. Горным козлом, другим словом. Другими словами. Осталось чуть-чуть уже все. Ну не все. Ну чуть-чуть. Загородили. Правильно сделали, чтобы туда не шлялись. Ручеек. Красота. Вон и 500 лет назад журчал. Да, впечатляет, конечно. Вроде там биобетон.